Проект «Помним по именам». Герои. Герои, которые внесли огромный вклад в чеченскую историю. Это те, о которых будут вспоминать, рассказывать и брать пример подрастающее поколение. Расскажу про Ахмада Авдорханова. Ахмад Зелимханович Авдорханов родился 5 августа 1971 года в селении Алирой. В 1977 году поступил в подготовительный класс местной школы. В 1989 году окончил Серноводский сельскохозяйственный техникум по специальности агроном. В 1989 по 1991 год проходил срочную службу в рядах Вооруженных Сил Советского Союза. Служил в ракетных войсках, расквартированных на территории города Тарту, это в Эстонии. Был уволен в запас в звании старшего сержанта. Являлся активным участником революционных событий осени 1991 года в городе Грозном, когда была восстановлена государственная независимость чеченского народа и избраны легитимные органы власти Чеченской Республики. Решением схода граждан села Алирой был рекомендован для почетной службы в президентской гвардии. И уже с 1992 года он в президентской гвардии. С первых же дней начала Первой русско-чеченской войны 26 ноября 1994 года воевал в составе президентской гвардии Джахара Дудаева. С 1995 года находился в личной охране начальника главного штаба Вооруженных Сил Чеченской Республикой Ичкерия Аслана Масхадова. В январе 1997 года, когда Аслан Масхадов был избран президентом Чеченской Республики Ичкерия, стал начальником президентской охраны. В 1997 году вместе с президентом Чеченской Республики Ичкерия Асланом Масхадовым совершил хадж, паломничество в святые места мусульман на территории Саудовской Аравии. Сопровождал президента Чеченской Республики Ичкерия Аслана Масхадова во всех его заграничных поездках в Саудовскую Аравию, Грузию, Азербайджан, Великобританию, Малайзию, Россию, Соединенные Штаты Америки, Турцию и другие страны. Цель вашего визита – приезда в Лондон, общественное российское телевидение, Первый канал. Несколько слов. Вам скажешь, потом пожалеешь. Являлся активным участником Второй русско-чеченской войны с осени 1999 года. С февраля 2000 года был командиром президентской гвардии вместо Ильяса Талхадова, ставшего шахидом, иншаллах, в ущелье реки Ваштар. В 2003 году приказом Верховного главнокомандующего Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия Аслан Масхадов был назначен командующим Гудермесским сектором Восточного фронта Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия. 5 мая 2005 года указом президента Чеченской Республики Ичкерия Абдулгалима Садулаева был назначен командующим Восточным фронтом Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия. Являлся кавалером высшего ордена Чеченской Республики Ичкерия Колманси, что в переводе «Честь нации», и ряда других правительственных наград.
имел воинское звание бригадного генерала Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия. Вот краткая биография Ахмада Авдорханова, человека и муджахида, который при жизни носил самое почетное звание у чеченцев конах, то есть в переводе «мужчина». А после своей героической гибели приобрел священный титул мусульман шахид, павший за веру и отечество. 12 сентября в 2005 году, воюя против российских оккупантов, стал шахидом, иншаллах, командующий Восточным фронтом Вооруженных Сил Чеченской Республики Ичкерия Амир Ахмад Авдорханов. Аллах заповедал дольцем. Сообщение о гибели командующего Восточным фронтом Вооруженных Сил Ичкерии Ахмада Авдорханова, которое было обнародовано на официальных сайтах Ичкерии в ночь с 16 на 17 сентября, оказалось полной неожиданностью для представителей оккупационно-марионеточного режима Кремля. Узнав о гибели Амира Авдорханова лишь 4 дня спустя, и то после официального сообщения руководства Чеченской Республики Ичкерия, свое неведение в реальной ситуации в рядах участников движения чеченского сопротивления, русские оккупанты и их марионетки из числа национал-предателей решили восполнить дежурными версиями типа внутренние разборки между муджахидами, заранее заготовленными в лубянской конторе. Я покажу само сообщение, которое было нами опубликовано. О нем говорили наши и не наши. Наши любили и уважали, а враги боялись. На самом деле. Из-за его мужества даже его называли ненормальный Ахмад. Был дерзким и бесстрашным. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Вот некоторые подвиги Ахмада Авдорханова, о которых до сих пор рассказывают чеченцы. Однажды кадыровцы блокировали его село и сожгли дом, где жили родители Авдорханова. Их выставили на улицу, сам дом взорвали и сожгли все имущество. Были также сожжены дома его воинов-односельчан. Ахмад не стал долго думать. Собрал своих воинов и вошел в свое село. Алирой, ведутся операции здесь, плановые операции. Вот эта дорога ведет со стороны Центроя, там населенный путь Центроя. Это мы сейчас находимся с вами в селе Алирой. Здесь примерно 100 человек, 100 муджахидов. Зашел во двор командира того отряда кадыровцев, Кабуеву Сулейману. В тот момент дома были его отец и мать. Они, конечно, узнали своего односельчанина. Знак приветствия, как у нас принято у чеченцев, они подошли к нему, чтобы его обнять. Но Ахмад отказался, но вежливо попросил налить им чай. Ахмад достал телефон и позвонил их сыну Сулейману. И сразу сказал, что сидит с его родителями и пьет чай. Вот. А также предложил ему, то есть Сулейману, прийти, пообещав, что его не тронет, а лишь хочет поговорить с ним. В ответ Ахмад услышал: «Нет, я не приду». Тогда Ахмад ему говорит: «Тогда я сожгу твой дом, как ты сжег дом моих родителей». И тот же Сулейман ему ответил: «Тогда жги». Ахмад попросил их взять все необходимое и покинуть дом, то есть отца и мать. И тогда отец того кадыровца, Сулеймана,
спросил его, что я буду делать, если ты сожжешь дом, и где жить-то буду? На что Ахмад ему ответил: пойди к моему отцу, и он тебе расскажет, что нужно делать в такой ситуации. Вот отсюда даже видно, вот дома горят там у них, сожгли дома мунафиков. Два дома отсюда видно с нашей стороны. Вот еще с другой стороны мы сейчас села находимся. Вот здесь еще одна машина горит. Подожгли машина мунафика. 31-я Волга. Муджахиды провели операцию и уже уходят. Сожгли дома мунафиков, машины сожгли. Как-то кадыровцы проводили операцию по его поимке. Ночью, когда они сидели в засаде, кадыровцы, к ним подошел Ахмад Авдорханов и сел рядом. И говорит: ну что, за мной пришли? Ну вот и я посидел рядом. А когда он встал и, повернувшись к ним спиной, ушел обратно в лес, никто из тех, которые там сидели, не осмелился стрелять в него. Так про него говорили сами враги. Это по их рассказам. Кадыровцы, а точнее халуи, боялись говорить о нем вслух. Как-то на рынке в столице Ичкерии стояли они на посту, и начался разговор про Авдорханова. Остальные его перебили и сказали: можно хотя бы здесь не говорить про ненормального Ахмеда. Какой-то панический страх наводил он на них. И один рассказ человека, который когда-то был среди так называемых кадыровцев. Но позже он ушел, мучила совесть. Как-то, говорит, погнали ловить Ахмада Авдорханова, их. Это было зимой. Кого только там, говорить, не было. Даже пожарников гнали в этой панике со страхом ловить Авдорханова. А сами русские оккупанты, они не решались идти в лес. Потом рассказывают, что они наткнулись на блиндаж. Там, говорит, чайник был на огне, еще теплый, стоял. Несколько из них решили налить себе чай и начали пить его. А все остальные уже пошли делать проческу местности. Вдруг в дверь заходит какое-то невиданное раньше чудо, 2 метра, что даже пар с него исходил. С длинной бородой, обвешан оружием, а в руках пулемет ПК, красавчик. Те замерли и боялись пошевелиться. Ну, они узнали, кто это, конечно же, и подумали: ну все, приехали. И мысли: а как не хотелось так глупо умирать. Вроде вот-вот собирался уйти из отряда кадыровцев. Вот. Ахмад им говорит: короче, ребята, допейте чай, закройте за собой дверь, а пока мои муджахиды не пройдут, сидите и не дергайтесь. Надеюсь, вы поняли. Те ему ответили: конечно, мы тебя поняли, конечно. Вот, какой там чай, боялись там полчаса двинуться с места. Затем, говорят, вышли из блиндажа, из этого блиндажа, а там следы, как будто один человек прошел. Ну, оказывается, они шли нога в ногу. Это тоже по рассказу в то время бывшего кадыровца. Так о нем вспоминают. Ахмад был благородным воином. Как-то пошли они к дому милиционера, который перешел на сторону врага, чтобы его предупредить. Пришли во двор, постучали, крикнули: мы знаем, что ты дома, давай выходи, поговорить надо. Постучали опять.
А из дома голос отвечает: да, я дома, но клянусь Аллахом, завтрашнего дня я на работу не выйду. Ну, Ахмад со своей группой рассмеялись, не выдержали и решили оставить его, бедолагу. Были также такие разговоры, где якобы Ахмад просил, чтобы его и нашего президента Аслана Масхадова пропустили через село Хосиюрт. Ну, якобы Ахмад умолял даже. Нет, такого не было никогда. Не было. Ни Авдорханов, ни Масхадов в этом селе, то есть в Хосиюрте, никогда не были с момента начала войны. То есть с 1999 года. Наоборот, есть факты, где с Масхадовым пытались выйти на связь, чтобы узнать о гарантиях безопасности, в том случае, если все для них обернется крахом. Но Масхадов презирал предателей. У Ахмада были замечательные родители, да и вся семья. Вся его семья. Наш президент Аслан Масхадов был первый президент России, президент Чеченской Республики Ичкерии. Это гибель его, это большой потеря нашего. Были такие же, как Ахмад, смелые сыновья у этих родителей. Двое из них были рядом с Ахмадом во время войны. Его братья Заурбек и Ибрагим позже станут шахидами, иншаллах. Как-то прогремел взрыв. От этого взрыва погибает на месте младший брат Авдорханова Ибраим и Аюб Халадов, гроза кадыровцев. Заурбек Авдорханов попадает в руки врага, будучи уже раненым. Позже кадыровцы убьют и его на своей базе в селе Хосиюрт. Тела Ибрагима и Аюба Халадова кадыровцы привезут в село Алирой, бросят в самом центре села и начнут выкрикивать оскорбления, присущими для этих кадыровцев, нецензурными словами в адрес убитых. Потом несколько раз проедут мотоциклами по их телам. Вот. Ушли из жизни недавно отец и мать наших героев. Эти замечательные люди. Пусть Аллах дарует им высшую степень рая. С Ахмадом Авдорханом я познакомился в 1995 году, когда он пришел в личную охрану моего отца, в то время в охрану начальника главного штаба Ичкерии. Хотя, оказывается, мы даже попали в один фотокадр в 1994 году перед президентским дворцом, когда Россия вот-вот начинала войну, и в Грозный хлынул поток добровольцев. Но в тот момент мы друг друга не знали. Мы в первую войну были какое-то время вместе, и доводилось 3 раза выходить вместе из окружения.
окружения российских войск. Шутки на войне — это было обычное дело. И всем нравилось, когда это делал Ахмад. Умел он шутить, подшутить. И не могу не рассказать про этот случай. Как-то выходили мы из окружения Ведено. Вот. Идем ночью по полю. В небе кружат самолеты, сбрасывают осветительные снаряды. Вот. И вдруг мы услышали свист снарядов. Ну, я лег сразу на землю. И оказывается, лег в слякоть. Снаряды пролетели над нами и взорвались в метрах 100. Ахмад улыбается и шутит. Что, испугался, говорит. А я ему в ответ: да я испугаться и не успел. Так сработало. Ну, идем дальше. Уже вошли в лес, и опять свист. И разрывы снарядов прямо над нами. Снаряды задели верхушки деревьев, и они взорвались. Осколки со свистом пролетают рядом, но никого, к счастью, не задело. А Ахмад ударил меня так слегка в плечо и говорит: ты что не ложишься? Я ему говорю в ответ: ну да, а потом скажешь, что я испугался, да? Тоже как бы подшутил. Дальше мы вместе форсировали реку, горную реку, переходили цепью, взявшись рука в руку. Вот. И горная река, ее мощное течение вот косило ноги, поэтому приходилось идти вот цепью. В одной руке рука отца, он тоже с нами был, а в другой руке рука Ахмада. Такие воспоминания. Ехали как-то во время переговоров с российской стороной, в то время с отцом села Рошничу в Грозный. Ну, там в Рошничу проходил съезд чеченцев. Останавливают нашу колонну на российском блокпосту и проверяют, кто едет. В то время было перемирие и свободное передвижение по республике было. Ахмад увидел, что с наблюдательной вышки на блокпосту через прицел снайперской винтовки на нас смотрит российский солдат. Видно, что он стоит во весь рост такой, и понятно, что не с целью так выстрелить, а разглядеть нас через прицел. Ахмад достает из машины гранатомет «Муху» и нацелил на вышку. И тот исчез. Больше мы того контрактников в платке не увидели. Ну, там простояли хотя минут 5-10, максимум 15. Вот. И напоследок расскажу все-таки одну историю. Было это в мае 2005 года. Шла война. В то время иметь при себе телефон была не проблема, хотя было небезопасно. Узнав как-то номер Ахмада Авдорханова, ему звонит сын Кадырова и говорит: Ахмад, что делаешь, как ты там? Ахмад узнал его и отвечает: как что, джихад делаю, к которому твой отец нас призывал. Я бы мог рассказывать о нем долго. Да, Ахмад Авдорханов был истинным мусульманином, был предан идее, чеченскому народу и чеченским лидерам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Assalamu alaikum. Ичкерия.
Все мы от Аллаха, и к Нему наше возвращение. И пусть Аллах примет его шахаду.